Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Больш за 6 тысяч чалавек былі затрыманыя сілавікамі ад пачатку акцый. Частку людзей з таго часу вызвалілі з ізалятараў, але усе яны расказваюць страшныя гісторыі збіцця, здзекаў і катаванняў, ахвярамі і сведкамі якіх яны сталі. Чаму неабходна абавязкова фіксаваць усё тое, што адбывалася, пачынаючы з моманту затрымання і знаходжання ў аўтазаках альбо РУС і далей да самага моманту вызвалення, мы сёння і абмяркуем з маімі гасцямі ў студыі. А гэта Тоня Язерская, якая правяла 5 сутак у ізалятары на Акрэсціна і ў Жодзінскай турме, і валанцёры грамадскага аб'яднання «Звяно» Анастасія Карней і Татьяна Гацура-Яворска. Добрый день, шановное господарство. И давайте, может быть, паколькі вы асноўная ваша зараз дзейнасць фіксаваць тое, што адбываецца, я пачну вось якраз таки з гісторыі Тоні. Тоні, расскажите, як вы трапілі ва ўсю гэтую ситуацию? С позволения на русском буду разговаривать, потому что так проще. Попала, собственно, по пути домой, ехала на велосипеде по пути домой, выехала, чтобы найти ребят своих, которые пропали со связи. Просто пропали со связи. Последний раз выходили на связь на городском валу. Учитывая, что я на велосипеде, я просто решила проехать туда, посмотреть, найти, есть ли там кто-нибудь, и развернуться, поехать назад. Я проехала, посмотрела, никого не нашла, поехала домой. По пути домой, видимо, насколько я понимаю, ребятам со щитами дали приказ бежать, они побежали и стали выскакивать со дворов, потому что до этого много народу развезли по дворам, и они просто, стена, получается, шла сзади, я уже ехала домой, стена шла сзади, а ребята выскакивали, космонавты, как мы их называли, выскакивали со дворов просто и гребли всех, кого могли. Собственно, меня сбили с велосипеда, побили, за волосы затащили в автозак. Нет, не в автозак, в автобус, в бусик такой, в микроавтобус темненький, и увезли. Собственно, все, очень быстро. Вся история. А у самим аўтазаку якое вось было? В бусе. В бусе лично меня не били. Я слышала очень разные истории и очень страшные. Конкретно меня не били. Громко кричали, матерились. Собственно, физических никаких увечий именно в бусе не наносили. Просто мордой в пол, много неэфирных слов, и все на этом. Наколькі я разумею, все одно павінен быў быць нейкі суд. Ці нічога не было? Суд был на Акрестина на 3-е сутки. Нам привезли судей. За день до суда всех выгнали в коридор и сказали: так, либо вы все подписываете, вам дают 2 базовых величины, и сегодня мы вас отпускаем домой даже до суда, либо вы не подписываете. Дальше, конечно же, ничего не сказали. Сказали только про 15 суток, но я уверена, там было бы что-то намного хуже, чем 15 суток. И кто-то подписал, кто-то не подписал документы. Всем писали, в принципе, одно и то же. По протоколу меня взяли на 3 часа раньше, чем по факту. Совершенно в другом месте, где меня вообще, в принципе, не было. Я даже, учитывая, что я в Минске совсем недавно, я даже не знала, где этот адрес находится, где меня официально по протоколу взяли. Дальше на следующий день был суд. И там просто тоже девочки разные истории рассказывали. У некоторых суд был просто они стояли возле стены, и им просто читали, что вам вменяется то-то, 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 и все. Меня вызывали к судье, разговаривали с судьей. И там очень по стандарту происходил суд, то есть зачитывают, в чем тебя обвиняют, согласен, не согласен, вне зависимости от того, согласен ты или не согласен. Там, естественно, лежит протокол сотрудника чего-то, не знаю, милиции, ОМОНа, который, конечно же, тебя видел в том месте, где тебя задержали, конечно же, был свидетелем, а дальше просто тебе совершенно случайно выдают, зачитывают приговор. То есть самый маленький, который я слышала, это было 5 базовых величин, таких всего 2 человека было, из, наверное, 40, с кем я разговаривала. Мне лично дали 7 суток, и очень разные приговоры были. То есть до 28 суток я слышала, но это парням давали, девочкам максимально 15 суток давали. Вот так. Да вас, як да юрыста, пытанне, все, што вы пачулі, наколькі гэта ўсё, з юрыдычнай пункту гледжання закономерно, правомерно, просто ваша оценка? Это очевидно, начиная с момента задержания без особых причин.
является нарушением закона. И дальше мы видим, как свидетельствуют пострадавшие, задержанные, идет постоянное нарушение процедуры. Процедуры задержания, процедуры составления протоколов, процедуры вынесения судебных решений, потому что они, по идее, в принципе, не должны выноситься заочно, а очень многие постановления об административных нарушениях были вынесены заочно. И в дальнейшем, даже когда люди выпускаются из изоляторов временного содержания и желают подать жалобы, заявления на незаконное задержание, по информации еще по состоянию на пятницу прошлую неделю, им отказывают в принятии таких заявлений и отказывают в направлении на свидетельствование к судебно-медицинским экспертам. То есть от самого начала до конца не дается возможность защитить свои права личные на свободу и физическую неприкосновенность. Тетяна, звяно грамадскае аб'яднанне, на сённяшні дзень чым яно займаецца? У нас некалькі накірункаў, як мы дапамагаем пацярпелым в першую чаргу. Значит, адзін з накірункаў мы пачалі перадаваць і падтрымліваць людзей у больніцах. Это было з 11 жніўня, потому что я была с 10 на 11 ночи на праспекце Пушкінскім, і мне было зразумела, што параненых вельмі шмат. І з 11 жніўня мы ўжо пачалі працаваць па больніцах, шукаць гэтых людзей, каб падтрымаць іх, перадаць нейкія перадачкі. А цяпер з гэтым ужо ўсё добра, вельмі шмат далучылася людзей, вельмі шмат узнікла ініцыятыў, і больніцу ўжо просяць нічога не несці, і в прынцыпе нават цяпер нам цяжка патрапіць да пацярпелых, каб апытваць іх. Вось другі накірунак, это мы апытваем пацярпелых для таго, каб скласці нейкую аб'ектыўную карціну таго, што адбывалася. Мы ведаем, што шмат у дзяржаўных СМІ гаварылі, што это все як бы людзі агрэсіўныя, адмарозкі, і яны стваралі небяспеку. Але мы знайшлі ўжо 130 чалавек, якія ў больніцах, і апыталі ўжо больш за 30 чалавек, якія туды трапілі, і мы можам сказаць, што большасць гэтых людзей это проста мінакі, якія патрапілі пад раздачу, скажем так. І вось нам было вельмі важна падрыхтаваць такі даклад на падставе апытання гэтых людзей, і мы накіравалі яго ва ўсе міжнародныя арганізацыі і амбасады, каб проста людзі разумелі, што гэта простыя мірныя людзі, да якіх былі ўжыты і спецсродкі, і неадэкватная сіла. І трэці накірунак, ён вельмі важны, я хочу яго падкрэсліць, мы дапамагаем ананімна атрымаць медычную дапамогу ахвярам, таму што вельмі шмат людзей баіцца афіцыйна звяртацца ў больніцу з-за таго, што да іх прыходзіць следчы камітэт апытваць, з-за таго, што яны баяцца абвінавачвання, з-за ціску міліцыі, што калі будуць нейкія заявы, у іх будуць праблемы, іх зноў знойдуць, паб'юць, альбо у іх будзе памяняюць артыкул на больш цяжкі, на крымінальны. І, на жаль, ёсць... Мы аказваем дапамогу, дапамагаем такім людзям атрымаць медычную дапамогу ананімна, без таго, каб звяртацца ў больніцы. І таксама яшчэ падкрэслю, у больніцах ёсць людзі, якія ляжаць не пад сваім прозвішчам, таму што яны баяцца, і вельмі шмат людзей, якія трапілі туды нібыта з бытавой траўмай. То бок яны прыходзяць на наступны дзень, кажуць, я ў двары упаў з веласіпеда і ударыўся галавой аб бардзюр, альбо там яшчэ нейкім чынам атрымала апёкі і гэтак далей. То бок на сённяшні дзень это таксама вялікая праблема для шмат пацярпелых. Атрымліваецца, людзі самі баяцца гаварыць, дзе яны, што яны атрымалі, якія траўмы? Так, да. І людзі баяцца, і у
У іх ёсць падставы, таму што, напрыклад, у справаздачы нашай было, ёсць хлопчык непаўнагадовы, і да яго прыходзіў СК апытваць у 23:30 у больніцу. Пры гэтым яго мама па тэлефону выказала сваю нязгоду, сказала, што яна супраць. З ім не было адваката. Ён быў там адзін. Ніхто не запытаў у законных прадстаўнікоў. Проста да яго ў палату 23:30 прыйшлі апытваць. Ён пацярпеў 7 жніўня. Яму таксама далі дубінкай па галаве. Ён быў на веласіпедзе, яго затрымалі у Раўсе. З яго тэлефона, калі маці пыталася, ці ў цябе ўсё добра, адказвалі так. І толькі калі туды прыехаў яго бацька, ён выклікаў хуткую, ён трапіў у хуткую дапамогу. Таксама вот ёсць яшчэ Кірыл Застенскі, хлопчык, таксама веласіпедіст. Ён таксама трапіў у лікарню, да яго адразу прыйшлі з СК, забралі всю яго вопратку, все яго рэчы. Ну, то бок людзі баяцца не беспадстаўна. Тоня, все ж таки зараз людзі выходзяць і мы бачым сведчанні на іх целе просто таго, як да іх ставіліся, як там у ізалятары там ці ў жодзінскай турме. Якое стаўленне было да вас? Ну і атрымліваецца, шмат хто кажа, гэта ўсё неправда, такога не было. Вот было ці не было такое? Получается так. Во-первых, на Крестина и в Жодино колоссально разные отношения. Я не знаю, как в Жодино относились к другим людям. Мы после того, как приехали из Крестина, нас с девочками привезли, и нам казалось, что там просто санаторий. У нас в Жодино была камера на 8 человек, и нас в ней было всего 13. На Крестина был момент, когда нас в камере на 4 человека насобиралось 53. Естественно, ни о каком воздухе не идет речи. Нас 3 суток не кормили на Крестина. Воды, естественно, ну, о какой питьевой воде речь? Был только кран, и из него вода настолько воняла хлоркой. Ну, в принципе, в Минске не очень хорошая вода вообще. А вода настолько воняла, что девочки первые 1,5 суток отказывались ее пить, пока падать не начали. Потом стали пить воду. Я считаю, учитывая, что люди действительно говорят об Крестина, и о те, кого задержали позже, чем ночь с 9 на 10, тех, которых привозили 10 вечера, тех, которых привозили 11 августа вечером. Мне кажется, что у нас был просто самый легкий и самый демократичный, если можно такое слово вообще употребить, режим на Крестина, потому что конкретно на Крестина из моей конкретной камеры никого не били. Но нас забрали 9 ночью. Угрожали, много матерились, ну, не давали туалетную бумагу. У многих девочек, ну, простите за подробности, но просто об этом нужно говорить. У многих девочек нас изначально было 20. Там, человек 8 или 9 были с месячными. Нам 1,5 суток не давали туалетную бумагу. О прокладках, конечно же, не идет вообще никакой речи. Кричали с коридора: «Подтирайтесь майками», смеялись. Окна были приоткрыты где-то вот на щелочку, на такую небольшую, и воздуха было немножко, когда в камере есть такое окошко квадратное, называется кормушка. Если это окошко открыть, тогда получался небольшой сквозняк, и тогда было немножко воздуха. Когда окошко закрывалось, воздуха не было. Вот. Естественно, любая сигнализация, там, постучать в дверь там, или нажать кнопку вызова, типа «позовите скорую», сопровождалась закрытием этого окошка, и все. На 2 сутки девочке у нас стало плохо, она позвала в скорую, ну, не скорую, вызвала врача, врач пришла, первый вопрос задала: «Что ты делала на митингах?» Девочка говорит: «Я не была на митингах, я шла домой». Врач сказала: «Ну, значит, ты выбрала неправильную улицу», и захлопнула окошко. Ну вот так, такое было, но лично при мне девочек из моей конкретно камеры не били. Меня конкретно там тоже не били. Ну, толкали разве что. Как бы, когда по коридорам гоняют, вот они толкать могут. Именно бить не били. Но по ночам там, конечно, очень страшно все было. По ночам крики, оры, все мужские камеры выводили в коридоры. Мальчики стояли голышом на коленях, просто долго стояли. Кого-то выводили, стояли под дождем. В ночь с 10 на 11 и с 11 на 12 выводили всех во двор и просто очень страшно били. Просто со двора в течение всей ночи крики. И такая, знаете, обстановка. То есть, ну, нас, конкретно нашу камеру не выводили, да, но со мной рядом женщины лежат такие, 50 плюс, и вот говорят: вот меня забирали с мужем и сыном, всех привезли сюда. То есть они понимают, что там сейчас их муж, сын, 2 сына. Они просто лежат и так
просто, ну, плачут тихо очень, чтобы просто никому нервы не делать. Ну и вот в такой вот обстановке 3 суток никогда не выключается свет. То есть ты не знаешь день, ночь, ничего. Когда у нас уже были суды, и некоторые наши девочки вышли со штрафами, мы их попросили, говорит, научите толпу под Окрестино кричать время, потому что они там кричат имена, там пытаются дозваться, а отвечать нельзя, потому что ответишь, придет дежурная, это больно чаще всего. Вот. И мы научили толпу на Окрестино, получается, несколько раз вот это было, они кричали время. Это хоть какая-то ориентация в пространстве, потому что из окна почти света не видно, и включен просто постоянно свет, не знаешь, как день или ночь или что-то. Из дежурных на Окрестино я точно знаю 2 более-менее адекватных людей, которые нам иногда говорили время, которые с нами разговаривали без мата, и которые, в конце концов, все-таки принесли нам туалетную бумагу. Ну вот так как-то. Я считаю, что у меня были очень легкие условия. Учитывая, какие люди выходили оттуда потом и что рассказывали, вот все, что я рассказываю, это самый простой, наверное, вариант развития событий. Ведаеце, вот я такую гісторыю чуў пра тое, як забралі. Ну, ішла ў магазин за дабавачкай адна жанчына з такім добрым крымінальным мінулым, ужо адседзеўшая, і патрапіла вось таксама у гэтую сітуацыю, забралі ў аўтазак, завезлі на Окрестино, і яна там сукамерніцам гаварыла, я калі сядзела, так это, можна сказаць, быў санаторый у параўнанні з тым, што зараз адбываецца і як ставяцца да вас. Анастасія, я чуў ад праваабаронцаў шмат слоў пра тое, што нават да ўсёй гэтай вот сітуацыі умовы утрымання на тым же самым Окрестино па міжнародных стандартах яны ўсе трапляюць пад катэгорыю катавання. Вот што вы скажаце, вот гэтая сітуацыя з пункту гледжання розных там міжнародных стандартаў, нейкага міжнароднага юрыдычнага права? Да, я не являюсь по-настоящему, не могу себя как бы считать действительно специалистом, юристом, специализирующимся в области международного уголовного права, но в связи с последними событиями я озадачилась тем, чтобы посмотреть источники международного уголовного права, которые сейчас существуют в мире, то бишь имеются в виду международные договоры, чтобы найти правильную квалификацию юридическую тем событиям, которые вот имели место на минувшей неделе. В 1998 году 124 страны в мире, то есть большинство, подписали Римский статут Международного уголовного суда. Того суда, который мы все знаем под названием Гаагский трибунал. И в статье 5 это международный договор. И в статье 5 дана квалификация всем международным уголовным преступлениям. Их всего 4 разновидности. Это геноцид, военные преступления, преступления против человечности. И, честно говоря, не помню, какой 4-й вид преступления. Так вот, у нас сейчас звучит слово «геноцид». Если уже искать юридическую чистоту определения, это, конечно, не геноцид. Правильно то, что происходило на прошлой неделе, называть преступление против человечности. Я процитирую сейчас, как это описывается в этом вот международном договоре. Заключение в тюрьму, помимо прочих действий, заключение в тюрьму или другое жестокое лишение свободы, когда они совершаются в рамках широкомасштабного нападения на любых гражданских лиц в целях проведения политики государства или в целях содействия политике государства, они признаются, квалифицируются как преступления против человечности. К ним же относятся, к этой группе преступлений, относятся пытки, которые определяются как умышленное причинение сильной боли или страданий, будь то физических или психических лицу, находящемуся под стражей. Все люди, которых мы опросили, свидетельствуют о том, что ни один из задержанных, а их, как мы помним, даже по официальным данным, примерно 7 тысяч, ни один из задержанных, за исключением, может быть, каких-то крайне редких случаев, не избежал того, что с точки зрения международного уголовного права квалифицируется как пытки, и в широком смысле преступления против человечности. Я думаю, 7 тысяч человек – достаточное свидетельство широкомасштабности этих событий.
Татьяна, нам вось часта апошнім часам задаюць пытанне про тое, што вось ёсць сведчанне, што нібыта больш за 80 чалавек, якія вот ну пайшлі недзе там вот у бок акцыі ці там каля акцыі і зніклі, да іх пра іх няма зараз ніякіх звестак. Ось я не ведаю, у вас, не у вас, можа вы чулі там у кагосьці іншых, у праваабаронцаў, у валанцёраў, у медыкаў, ёсць гэтыя звесткі, вот ёсць канкрэтны спіс гэтых людзей, пра якіх зараз няма ніякай інфармацыі у сваякоў. Я не могу докладно сказать, есть этот спис. Я таксама бачила эту лічбу 80. 81 нават, калі быць дакладным. Да, 81 зніклый чалавек. Я думаю, что есть агульны просто спіс затрыманых. И в этом агульном списе я таксама бачила этот агульный спіс. Там позначена Жудзіна, Кресціна, там БСМП, больницы и так далее. Я так разумею, что сваякі вот этих зніклых людей паведамлялі, что их нема. Так что, ну, в принципе, такі спіс ёсць. И ёсць прозвішчы этих людей. Асабіста я вот пасля таго, што я чула, вот апытваючы людзей, якія трапілі ў больніцу, я, на жаль, маё меркаванне такое, што частка гэтых людзей загінула. Мы пра это просто даведаемся пазней. Вот іх не могуць зараз знайсці. Я спадзяюся, што знойдуцца там яшчэ там нейкіх раусах у раёнах, магчыма, іх туды кудысьці адвозілі, куды мы не ведаем, таму што месцаў не хапала. Вось, але людзей ну, не просто збівалі, іх забівалі, не выклікалі хуткую. І я, на жаль, думаю, што у нас будуць яшчэ ахвяры, апроч вот тых 4, якія дакладна мы ведаем. 4 я маю на ўвазе, што вот у нас ёсць на Пушкінскай, у Гомелі, і яшчэ пра 2 загінулых чалавека мне паведаміл кіроўца хуткай на Пушкіна, калі я была ў ноч вот з 10 на 11. Ён сказаў, што вот на Пушкіна ёсць 3 ахвяры. Вот пра адну муз паведаміл, яшчэ пра 2 не паведаміл. Так што ну вот у мяне такое, што мы яшчэ як бы трэба крышачку яшчэ часу, і мы даведаемся больш. Ну так, сапраўды чутак розных пра колькасць ахвяраў сапраўдную ходзіць розных шмат, але ўсё гэта трэба правяраць, пакуль мы не маем магчымасці. Тоня, зараз от нібыта чакалі, пачнуць вызваляць усіх, ну там нібыта і абяцанне далі, Караеў той же самы сказаў, што от вызвалім усіх там, пачалі вызваляць, але потым спыніліся. І зараз шмат хто кажа пра тое, што астатніх не вызваляюць, таму што яны да такой ступені збітыя, што не хочуць іх зараз вось паказваць людзям. Безумоўна, у вас ўсё, ну, як вы кажаце, лайтовый вариант отбытия. Самый лайтовый. Да, у меня всего 7 синяков, 2 гематомы и 2 ссадины. Учитывая, какие там люди сидят, это, можно сказать, ничего просто. Але вы чулі, што там адбываецца, размаўлялі з людзьмі падчас знаходжання. Вот вы гэтую версію можете прыняць, што гэта менавіта такая прычына таго, што астатніх не вызваляюць? Ці это просто там, як кажуць, кінулі такую костку людзям, частку вызвалілі, типа супакойцеся, а сказалі, ну і хопіць, а астатнія хай пасядзяць. Ці сапраўды прычына ў тым, пра што людзі кажуць? Ну, вы знаете, я здесь, у меня не может быть просто какого-то объективного мнения по этому поводу, потому что у меня ведь нет информации. То есть у меня есть какие-то личные субъективные впечатления, личные какие-то истории, на которые я там насмотрелась и наслушалась, но нету информации, потому что, во второй день, например, когда мы там были, там парень кричал, то есть он кричал, я ведь его не видела, то есть у меня нету никаких доказательств по этому поводу, но он кричал в окно на улицу людям, чтобы услышали: вызовите скорую, у человека 4 дня сломана нога.
Насколько это правда или неправда, я не знаю. Но в эту же ночь я видела, как, ну, через щелочка такая была между кормушкой и дверью, видели, как я и девочки видели, как какого-то парня, который то ли он с одной ногой был, то ли вот он хромал на ногу, то ли вообще на нее не становился, гнали дубинками на 3-й этаж, кричали «толкай хромого». Ну вот это было. Но один и тот же человек или нет, это я не знаю. И ну, вы знаете, криков и оров было столько, и крови в коридорах на Окрестина, и мочи, потому что отбивали людям почки, было столько, было много. Так что эту версию охотно можно принять, охотно в нее можно поверить, но поскольку данных у меня нет, я не могу ничего по этому поводу больше сказать. Но она очень вероятная, очень вероятная. Ну, я могу дадаць, што у больніцы хуткай дапамогі ляжыць чалавек. Ён адразу трапіў у больніцу са сламанай грудзінай. І ён туды трапіў толькі таму, што ён не ўлез в автозак, які ехаў в Жодзіна. То бок людзі былі вот у такім стане, іх везлі в Жодзіна. Людзі, якім патрабавалася дапамога. Больніца, не проста медычная дапамога, яны мусілі ляжаць в стацыянарі. И ему просто пошансило, что он не сместился в автозак. Я должна сказать еще по поводу Жодина. В Жодино я не знаю, как относились к другим, я же говорю только за себя, только то, что я видела своими глазами. В Жодино нам ни разу не нахамили, ни разу не наорали, и ни разу не было вот ничего такого, что было на Окрестина. Конкретно у нас. У нас сюда привезли уже после 3 суток на Окрестина. Нас привезли, долго там распределяли, потом к ночи уже там где-то нам часа, наверное, за 2-3 до подъема уже завели в камеру, а в камере кто-то оставил хлеб. Просто хлеб исчез за 2 минуты. Просто смели его целиком, полностью. Ну, я думаю, калі некалькі сутак не есці, то зразумела. Анастасія, я вот, здаецца, мне учора вечарам скінулі такі заяву юрыстаў, якія звярнуліся плануюць звяртацца там да свайго юрыдычнага кіраўніцтва, як яно у вас там правільна называецца. Ну, у любым выпадку зварот, дзе яны сцвярджаюць, што у нас увогуле з законнасцю вельмі ўсё дрэнна ў краіне. І я з гэтай нагоды вось просто спрабую. Вот, да прыкладу, Тоня захоча зараз нейкім чынам дабіцца справядлівасці. Як і ўсе тыя, вот, якіх вы апытывалі, скажем, у больніцах. Яны захочуць прыцягнуць да адказнасці тых, хто да іх давёў да такога стану. Ці яшчэ нейкім чынам вось дамагчыся праўды. Ці магчыма гэта? Знаете, поступает, начиная со вчерашнего дня, то бишь с воскресенья, достаточно обнадеживающая информация от моих коллег, юристов, работающих в правоохранительных органах, в частности, в Следственном комитете. То есть по-настоящему можно уже на сегодняшний день с более-менее серьезной уверенностью говорить, что сотрудники Следственного комитета, они так же, как и обычное население, граждане Республики Беларусь, возмущены случившимся. И ходят слухи такие, пока это на уровне слухов, можно сказать, что начинается такое межведомственное противостояние Следственного комитета и Министерства внутренних дел. Потому что Следственный комитет, он начинает, вот приезжая в больницы, следователь Следственного комитета, это не всегда человек, который приезжает для того, чтобы составить в отношении пострадавшего какой-то документ с целью привлечения его к дальнейшему к ответственности. Зачастую это следователь, который приезжает вас опрашивать, вас пострадавших, бывших задержанных, опрашивать в качестве свидетеля. Потому что, начиная вот с сегодняшнего дня, есть информация, что районные отделения Следственного комитета начинают уже принимать эти жалобы и отправлять людей, которые об этом просят, на медицинское освидетельствование. То есть если еще в пятницу этого не происходило, с сегодняшнего дня Следственный комитет, по моей информации, начинает вести эту работу. На прошлой неделе, когда Следственный комитет запрашивал у МВД информацию в виде видеосъемки с улиц города Минска,
информацию о количестве задержанных и другую необходимую для расследования случившихся происшествий информацию им отказывали. Отказывали, возможно, не напрямую, но, скажем так, информацию им не предоставляли. Поэтому я надеюсь, искренне надеюсь, что сотрудники и руководство Следственного комитета действительно начнут работать в рамках их компетенций, в рамках их служебных обязанностей, расследовать все происшествия как в индивидуальном порядке, так и составлять общую картину случившегося и привлекать виновных к ответственности, потому что ответственность в данном случае является индивидуальной, как лиц, непосредственно совершавших эти преступления, то есть люди в черном, назовем их так и тех лиц, которые приказывали, подстрекали их или иным образом содействовали тому, чтобы люди в черном и другие сотрудники, Люди в зелёном нижестоящие ещё. люди в зеленом, совершали эти зверства. То есть это я здесь никакой Америки не открываю, я ничего не выдумываю. Законы, писанные на эти случаи, существуют. Мы будем просто надеяться, что эти законы будут реализованы. Да, но я так лыжку дёгця. Смерць на Пушкінскай ёсць, а крымінальнай справы няма дагэтуль. Але я уласна бачыла на свае вочы, што следчы камітэт там быў. 6:30 раніцы я пад'ехала на Пушкінскую, яна была яшчэ перакрыта. Там стаял АМАП, і хадзілі людзі з чемоданчиками со следчего комитета. Мы не знаем, возбуждено ли уголовное дело или нет. Ведь уголовное дело может возбуждаться и при отсутствии, например, уже сразу обвиняемых или подозреваемых. Сначала ведется расследование. Я никак не могу комментировать по-настоящему факт отсутствия либо наличия уже возбужденного уголовного дела вот по конкретно этому факту. Ну, публічна не было. Просто что. Ну так, да. Нягледзячы на тое, што 90 даецца крымінальных спраў супрацьпраўных дзеянняў мітынгоўцаў распачатая следчым камітэтам не пра адну крымінальную справу у дачыненні да праваахоўнікаў так званых, якія жорстка дзейнічалі ў адносінах да людзей, мы пакуль не чулі. Ну, тым не менш, звяртаюся да следчага камітэта і спадар Сергей Кабакович, калі сапраўды следчы камітэт возьмецца нарэшце выконваць свае прамыя абавязкі, пацісну вам руку пры сустрэчы, а пакуль выбачайце. Правоабаронцу дапамогу. Мы вам предоставим так само все, что мы ведаем. Здесь я еще хочу добавить, что у администраций больниц, других лечебных учреждений, которые видят поступающих пострадавших и видят по всем признакам, что люди пострадали в результате неправомерных действий, у администрации, у главврачей есть установленная законом обязанность информировать правоохранительные органы, опять-таки, для того, чтобы правоохранительные органы занялись расследованием. То есть это обязанность врачей, ну, помимо как бы лечения людей, обязанность их руководства. И скрывать информацию глобальную по количеству пострадавших, я считаю, тоже неправомерно. Ну, я думаю, што не ўсе яшчэ дактары, асабліва іх кіраўніцтва, паслухалі эмацыйны зварот дзіцячага доктара-рэаніматолага Андрэя Вітушкі, які таксама правёў час на Акрэсціна. Паслухайце, вам будзе карысна. Тоня, на заканчэнне нашай праграмы я тут узгадываў Караева, так званага міністра ўнутраных спраў. Ён там сказаў, што, выбачаюся там перад тымі, хто выпадкова патрапіў пад раздачу. Прабачыце? Смешно. Это все, что вы можете отказать Караеву. Конечно. Татьяна,
Што б вы параілі вот зараз тым, хто трапіў у лекарню пасля збіцця, там выходзіць з ізалятараў, які не ведае, што ім вот у дадзены момант канкрэтна рабіць, куды звярнуцца ці не звярнуцца, маўчаць, гаварыць, вот ваша парада. Ну, вельмі шмат ініцыятыў узнікла, ёсць нават агульны кол-цэнтр, куды можна званіць і там перанакіруюць, калі патрэбна псіхалагічная дапамога, калі патрэбна медычная дапамога, калі патрэбна дапамога па абскарджванню і таксама кампенсацыі, грошы на тое, каб аплаціць за тое, што ты там харчаваўся на Акрэсціна. Я б параіла гэтым усім карыстацца і беларусы... Я выбачаюся, Тоня, вам выставілі ўжо рахунак за вашу шыкоўную рэстаранную харчоўку трехдзённую на Я Акрэсціна? думала об этом, но дело в том, что они пришлют его на адрес моей прописки, где не живет никто, и даже если его пришлют, я просто не буду об этом знать. Да, выбачай, Тацяна. Да, просто беларусы такія, як заўсёды сціплыя людзі і не заўсёды карыстаюцца. Уже некалькі разоў мне гаварылі пацярпелыя, што не-не-не, у мяне ёсць свае грошы, я толькі калі сам не змагу, толькі тады звярнуся. І, конечно, я б параіла гэтым всім карыстацца. Справа не толькі ў грошах, а і ў тым, што адчуць тое, што вы не адны, тое, што шмат людзей вас падтрымліваюць і не кідаць у гэтай бедзе. І, конечно, шмат для каго адкрываюцца вочы, асабліва вот я там з мамай некалькіх пацярпелаў размаўляла, вот она літаральна за 5 хвілін да таго, як мы прыйшлі ў студыю, тэлефанавала і плакала, што яе сына з веласіпедам затрымалі, збілі, все веласіпеды скінулі на свалку на Долгабродская. А нейкія валантыры знайшлі гэтыя ровары, кожны сфоткалі, даслалі, як бы шукаюць гаспадароў. Яна плакала, расчуленая, што гэта нешта неверагоднае. Вось, таму моя галоўная парада: не будьце сціплымі, карыстайцеся гэтым усім, знаёмцеся паміж сабой. Мы будем разом. Дякую. Есть что додать? Позвольте, я добавлю от себя. Тоже хочу эмоционально высказаться. Мне лично очень прискорбно, что люди платят штрафы за вот эти вот покуты, за эти издевательства. Штрафы идут в бюджет, а из бюджета они идут на оплату работы тех, кто бьет граждан Республики Беларусь. Но сейчас очень действительно важно зафиксировать все эти факты, в частности побои, и противостоять юридическим образом всем этим процедурам. Поэтому в заключение я хочу дать информацию, что мои коллеги, юристы, адвокаты собрали необходимую консолидированную для данной ситуации информацию в виде инструкций, в виде образцов жалоб, образцов заявлений. И всю эту информацию вы можете сейчас найти в интернете на сайте probono.by. Там действительно поработали грамотные юристы. Я думаю, эта информация людям должна помочь. Яшчэ раз нагадываю, сайт probono в одно слово .by. Заходзьце, карыстайцеся, спадзяюся, дапаможа. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што у нас у гасцях была Тоня Язерская, якая правяла суткі на Акрэсціна і Ужодзіна, і актывісты, валанцёры грамадскага аб'яднання «Звяно» Анастасія Карней, юрыст, і Тацяна Гацура-Яворска. Дзякуй вялікі. Трымайцеся. Будьте аккуратны. Все.